Друзья, всем привет! 21 марта, время уже 2 часа, почти там без 5 минут, наверное. И мы с вами опять на реке на проверке наших продольников. Почему не с утра? С утра смонтировал пока ролик, пока накопал червей, пока пообедал, в общем. Да и с утра был морозец, вон, как мы видим, опять лунки подзамерзли, вон. Так что придется опять подолбить их. А сейчас потеплело, плюсовая температура, и как бы комфортнее проверять. Сегодня еще плюс, а завтра вечером опять обещают что-то минус, что ли. Но не сильный. Зато поливает сегодня ветер. Дует в этой трубе, получается, на реке вообще сквозняк капитальный. Сегодня начинаем проверку не как обычно, а сегодня начинаем с этой стороны. Вчера вот здесь поймали последний подледный продольник. Здесь поймали мы вчера хариуса. Время еще было до темноты. И вот я добавил еще 4 палочки. 4 продольничка. Именно с этих 4 палок мы начнем нашу проверку. Поехали. Готов первый продольничек. Сейчас застегнемся, чтобы куртку не мочить. Ну, давайте проверим. Глубина здесь нормальная, дно нормальное, камушки, галечник такой. И мы видим, что здесь что-то есть. Натяжечка есть. Это вот такой вот налимчик. И все. Нет, не все. Что-то еще есть. Червячки целые. Все червячки целые. Все. Не густо, не густо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот тебе, ну ладно. Посмотрим, что с этим делать. Так, мы, наверное, даже... Тихо-тихо. Ах ты, блин, кровь пошла. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка попробуем, может выживешь. Пошел. Может выживет, нет так нет. Так, ну что, первый блин комом. Ну, судя по целым червям, просто еще нет подъема рыбы, нет хода рыбы. Он обязательно будет, и рыба обязательно будет клевать. Смотрим дальше. Где-нибудь все равно клюнет. Так, это что такое? Блин. Там что-то есть. Есть натяжечка. Что-то доклюнуло, что-то доклюнуло. Но не дергает. Может быть, какую-то фигню тащим. Натяжка есть. А дергать не дергает. Так, видно, да? Надеюсь. Что бы это было? Ну, где-то здесь он должен быть уже. Налимчик. Блин. Так, шел тяжело еще, главное. Попал на последний крючок. На малька. Ну-ка. Да ёшкин-то кот. Пипец. Нет, ты не жилец. Тебе капец. Заглотил. До желудка. Так. Ну что, попробуем. Может получится. Пошел, пошел. Как-то вот так. Спортивная рыбалка получается пока. Текс. Ну что, палки на новом месте у нас что-то не порадовали. Вот 4-я палка. Опа. Зацеп. Зацеп.
На этот облет зацепился. Блин. Как так? Ага. Тоже пусто. Нет, ёршик там есть. Есть там ёршик. Ершович. И черви здесь покоцаны. А господи, что за страхоё? Вот такой вот страхоё полосатый. Так, бычок. Попробуем тебя взять. О, какого червя заглотил. Попробуем тебя взять на живца. Я понимаю, конечно, что тебя хищник сильно-то не любит. Но мальков у меня уже практически не осталось. Так, ну вот и наши беспалочные подледные продольники. Вчера здесь хариус был. Сегодня, походу, никто не дергает. Сегодня так, а здесь на этом беспалочном продольнике что-то есть. Ну, не крупные. Скорее всего, это ёрш. Что-то натяжечка есть, кто-то подергивает, но... Блин, еще и запутал. Но это не хариус точно. Вот, да, идет ёрш. О, блин, какой здоровый, блин. О, здоровенный ершище. Заглотил 2 крючка. 2 поводка вот с рта, с пасти торчат. Раз. И 2. О. На засолочку. Там уже пошли вопросы, что я с ершами делаю. Тут, вот еще второй. Второй такой же. Ерши мы солим. У нас уже где-то в 3-литровой баночке вот так вот где-то грамм 700, наверное. Через пару недель будет вкусняшка. Я обязательно покажу, как их чистят и все такое. Вообще-то я уже показывал. Есть ролик у меня. Но кто не видел, покажем еще раз. Так, поехали дальше. Так. Здесь у нас натяжечка. Натяжечка. Хорошенькая такая. Сижок вроде бы. Или харюзок. Ну, такой вес нормальный. Налим. Блин, опять не угадал. Опять не угадал. Не загрузил. Налимчик. Так, а тебя, наверное, что, заглотуша? Попробуем, конечно, отцепить. Ты, дружок, пойдешь, наверное, на вечерний ужин. Заглотил вообще до кишок. И реанимация не поможет. Ладно, не мучайся. Вот так вот ядра и ломаются, блин. Ветер вообще обалдел. Так, здесь у нас, походу, тоже ёршик есть. Что-то дергает. Не крупное. Ну да, вот он. Ершунчик. И мелкий еще к тому же. Ну вот. Остались только вот палочные продольники. Пока улов не радует. Один небольшой налимчик, 3 ерша.
Ох, какая уже здоровенная лунка растаяла. Сюда уже можно провалиться. Надо аккуратно. Так, ну что, есть что-нибудь? Нет? Походу пусто. Здесь даже есть какая-то натяжка. Обалдеть. Вот это да. Ёршик. 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 Да. Рано выключили, там что-то дергает. Хорюзок. Хорюзишка. Я сначала думал, никого нету, уже выключил камеру, потому что практически уже подходим к концу. И было все глухо, думал, уже сегодня не будем ничего монтировать. Ну, посмотрим. Оказывается, еще не все потеряно. Возможно, этот будет один-одинешенек, хорюзишка, но проверка покажет. Пока первый. Один налимчик и один хариус. Так, пойманный хорюзок немножко поднял настроение. Но все-таки, мне кажется, это исключение, чем правило. Опа, это что? Что-то дергает. Сначала потяжка такая была, но, скорее всего, это был зацеп. Куда-то зацеп, я уже думал, что-то тяжеленькое. Нет. Вон Ёрш. Ёрш Иваныч. И все. И все. Больше ничего. Ёршик. Ёрш есть. Вот он, кабан. Ёрш Кабаныч. И все. Пошел дождь, дождичек пошел. Мало еще ветра, блин, еще и дождь пошел. Так, а у нас здесь натяжечка. Натяжка, что-то есть. Что-то хорошенькое. Что-то тяжеленькое. Так, так, так. Опа, 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 опа. Налимьяка. Налимьяка, налимьяка. Да. Уже и таким налимом рада. Ничего. Идешь на жарежку. Так, здесь натяжечка есть. Что-то идет. И это что-то налим. Еще крупнее. Еще лучше. Инскадан. Так. Ну запутал-то так. Молодца. Молодца. Так что сегодня жареха у нас все-таки будет. Несмотря на грустное начало. Все-таки. Открой личико. Все-таки мы
несмотря на непогоду, несмотря на дождь, мы рыбачим. И жарешечку насобирали мы. Так, что там, есть еще что-нибудь, нет? Не. Ну и то хорошо. Отлично. Осталось 3 палки. Но у нас жареха уже есть. А еще 3 палки. Так, здесь походу ёршичек возле берега. Ершунчик. Вот он, да. Ершунишка. И все. И больше ничего. Такс. Вчера налим здесь был. Посмотрим сегодня, если есть или нет. Сегодня нет. Сегодня пусто. Ну и ладно. Попадешь завтра. Ого себе. Уже открыто. Льда нет возле берега. Вон, вижу, течет вода. Так что еще максимум неделя, и здесь будут плавать утки уже, наверное. Так, а у нас последняя палочка. Смотрим, что нам даст последняя палочка. Ёрш, наверное, будет, нет? Не, даже ерша сегодня нету. Ну и ладно. Так, друзья, пошел дождичек. И, в общем, изначально я уже было хотел не показывать, то есть не делать этот ролик, монтировать. Но потом думаю, все-таки это будет немножко нечестно, если я не буду держать вас в курсе всех событий, чем я занимаюсь на льду реки Печора. В общем, поставил я вот такие вставные удочки. Кто смотрит мой канал давно, он уже знает, что эти удочки 2 года назад, да и в прошлом году половили неплохо. Прошлый год крупного хариуса они половили. Мы с Саньком были. Позапрошлый год сиг, язь. Тоже все попадало. Добавил еще пару продольников. 3 продольничка сегодня, да. И поставил прикормку. Прикормка, правда, не сам делал, покупная, тутти-фрути вроде бы. Вот здесь вот прикормкочка. Здесь выставлю еще 2 удочки. И, возможно, 3-ю туда лунку просверлю. Буду пробовать на тяжелую мормышку. Ну, кто не смотрел, сейчас покажу, как выглядит снасть вставная удочка. Многие, конечно, уже видели, многие знают, многие ловят на такие снасти. Сейчас я покажу, как она выглядит, как она ловит. Будем ловить рыбу по-всякому. Если, как говорится, гора не идет Магомеду, то Магомед идет к горе. В общем, обыкновенная палка. Вот такая вот палочка. Здесь кусок проволоки. Все, это так выглядит удочка. А вон еще 2 маленьких гвоздика. Все. Идем дальше. Вот, обыкновенный крючок. Небольшой крючок. Здесь насаживается червяк. Здесь у меня бисер, бусинка. Маленькая бусинка. Просто леска 2 раза провел туда, 2 раза, завязал, и все. Это как бы идет вместо стопора. Стопорков у меня нет. Вот, плавающий грузик. Вон. Тут это оливка, не знаю сколько грамм. Ну, тоже покупная. Вот оливка. И едем дальше. И чуть выше, вон, получается, вот здесь груз, он лежит на земле. Вдоль по течению идет червячок. И выше получается сантиметров 20, наверное, 25 поводок. Поводок длиной тоже 20 примерно сантиметров. Ну, желательно, чтобы до груза не доставал, чтобы не путаться. Но груз будет на земле, поводок будет идти вдоль. Вот такая легкая нимфочка. Легкая нимфочка.
не буду ничего говорить, кто мне их высылал в подарок, или Саня Мазай, или Иринка Баранова. Кто-то из них, потому что нимфы Василия, это удочки старые еще, нимфы Василия Чупина я на вставные вроде пока не вставлял еще. Но если они будут работать, я сделаю побольше новых удочек и будем пробовать ловить нашу капризную рыбу. Так, ну вот, и сюда, что я делаю, сюда я вот цепляю на нимфу. Хотя говорят, на нимфу ничего вешать не надо. Я все-таки цепляю маленького опарыша. Ну, опарыш он не так маленький. Вот опарыша просто как бы прячу жало крючка с одной стороны. С другой стороны все-таки она немножко, наверное, пахнет опарышем. Так, а сюда на нижний небольшого червячка. Небольшого червячка. Вот такого живехенького. На выбор. Хочешь червяк? Но прошлый год хариус крупный вот брал. Почему-то червя он не брал, а брал именно нимфу. Вот я что и хочу попробовать. Может, им не нужны черви, может, они аккуратничают. Придет время, когда начнется жора этой рыбы, когда уже лед будет плохой, будет долбить я, сиг, им тогда пофиг, черви, не черви, будут они хлопать только так, это будет. Вот, находим глубину, но пока рыба капризная, я так думаю, на нимфу с опарышем они поведутся больше. Считай, груз будет лежать на земле, нимфа будет в толще воды плавать. Вон, нашли дно, вот нашли, и все. Ставим вот сюда, пешней продолбил, приготовил уже заранее отверстие, дырочку тут, и можно так вот еще. Сейчас ночными заморозками это все прихватит и отпустит еще только солнышком. Все, удочку это уже никто не утащит. Потом еще вот так вот, когда буду уходить, веточку поставлю, чтобы не прижимала вот сюда к краю лунку, к лунке, к краю, потому что если замерзнет, тяжело будет долбить. А здесь посередине все-таки долбить будет проще. Вот так вот веточку просто поперек поставлю, и все. Вот так вот называется снасть вставная удочка. Одна удочка, вторая. Многие ставят 3 удочки возле кормушки, но даже вот эти удочки, если попадется рыба сюда и сюда, могут быть запутаны вместе с кормушкой. Не раз так уже было, потом распутываешь, рвешь. Вот. Сейчас, пока не стемнело, пока есть время, я еще попробую ближе к берегу поставить еще несколько вставных удочек здесь, потому что дамба, вторая дамба, как бы камушки. Ну тут, правда, зашугованный лед. Возможно, он с песком, с камнями. Попробуем добуриться до самого берега, до самой отмели, и выставить несколько вставных удочек. То есть разведка боем, так сказать. Посмотрим. Может быть, удочки сработают, потому что продольники пока работать не хотят. Ну как не хотят? Давайте посмотрим улов. Я уже не хотел было показывать ничего. Улов сегодня. Сегодняшний улов у нас вот такой вот. Это раз, два, 3 налимчика. Ну как налимчика? Вот эти два довольно-таки неплохие налимы. Ну да, согласен, налимчики. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 ершей и 1 хорюзок. Небольшой хорюзок. Как ни крути, это все равно будет полная сковородка жареки. Свежатинка опять у нас на ужине сегодня будет. Свежий жареный налим и хорюзок. Как-то вот так, друзья. Будем ждать, будем ездить. Погода пока позволяет. Сильных морозов нет. Ожидается до -8. Завтра вроде вечером. Завтра снег, дождь, потом похолодание небольшое.
Ну, эту недельку мы еще порыбачим точно здесь, а там видно будет. Будем ждать ход рыбы. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока!